Эта осень радует мужское население Сибая возможностями для чисто мужского отдыха. Вечерние матчи хоккея, соревнования по рыбной ловле, а теперь еще одна долгожданная забава – состязания по вело-мото-джип-триалу. Ранний час субботнего утра, а на площадке яблоку негде упасть. Участники, болельщики, гости – все в ожидании начала первых в истории города соревнований по триалу. Звучит приветственное слово организаторов спортивного праздника и приглашенных, после чего шоумен Артур Медбаев дает старт первой группе участников – велосипедистов. В этой группе заявилось 6 человек. Трасса для велосипедистов была настолько сложной, что одни умудрились сломать своих стальных коней, другим не хватило выносливости. Соперники отличные, хорошие. Трасса жесткая, много поворотов, много склонов. Нереально хрустит рама, и скоростя сломал неудачно. Разлетелся. А так принять участие решил просто по новостям в группе услышал, будет триал, решил поучаствовать. Собрал велосипед за несколько дней, приехал. Ну не пожалели? Нет. Отличная трасса, проведение просто отличное. Ну а почему решил принять участие? Не знаю, просто захотел. Но с этими парнями тяжело, конечно. Я староват для этого уже. А сколько вам лет? Мне 29. Ну вообще как-то готовились, почему решили принять участие? Просто увидел в интернете. Я недавно в Сибай переехал. По координатам приехал просто. За велосипедистами на старт вышли мотогонщики. В данной группе было заявлено всего 2 участника, и те не местные. Это путешественники из соседнего Баймака Андрей Викторов и Руслан Газизулин. Договорились сразу, будут одной командой, поэтому во время прохождения трассы помогали друг другу. Мы давно собирались поучаствовать в таком мероприятии, но в ближайшем регионе, в Заурале, по крайней мере, у нас не было такого. И Сибай, спасибо сибайским организаторам, то, что устроили такие соревнования. Мы с Русланом вообще путешествуем, путешествуем по Южному Уралу, по Башкирии, по Бурзянскому району, по Белорецкому. И маршруты бывают очень сложные, Но здесь то, что мы увидели, то, что испытали, просто сказать по современным языком, жесть, конечно. Но очень понравилось, мы поняли, на что мы способны, и у нас впереди много интересного. Вторым ехать было сложнее? Вторым было очень сложнее, потому что первый мотоцикл у нас был Honda, японский автопром, мотопром. А второй Урал поехал, это наш советский мотопром. Но мы прошли это, сделали. Итак, самое зрелищное событие осталось на десерт – состязания по джип-триалу. Заявлено 2 категории – стандарт, или, проще говоря, любители, и экстрим, с позволения сказать, профессионалы. В испытаниях на прочность участвовало 11 автомобилей – Нивы, УАЗики и даже ГАЗ-69. 1,5 километра трассы. На пути, как и положено, препятствия – качели, болота, покрышки, подъемы и спуски. Один из этапов трассы заставил поволноваться многих. Грязевой подъем с покрышками не смог преодолеть никто. На выручку пришла старая добрая лебедка, но за ее использование баллы минусуются. Откат назад – снова штраф. В общем, наказание суровое, но деваться некуда. Организаторы проложили трассу на славу, зато эмоциям на финише не было равных. Ад, машина кипит, 110 градусов, сцепление сжег, чертову матери. Переживай за любимую.
Ну как, сломал машину как? На давление договорим. Сейчас, в принципе, остыло. Как трасса? Адреналина просто море. Сложно? Трасса сложная, да. Очень много диагоналей. Без блокировок очень плохо, конечно, но не знаю, что-то оторвал. Сейчас будем смотреть, что. Вы не пожалели, что приняли участие? Нет, конечно, я до этого машины готовил. Адреналин хороший. Балдеем. Занят. В эмоции. А почему решили принять участие? Любим адреналин. Как считаете, вообще трасса сложная? В пределах разумного. Пройдете? Постараемся. Все, удачи. Соревнования по вело-мотоджип триалу были организованы по инициативе клуба внедорожного туризма «Ирандыкские медведи» и посвящены 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и юбилею города. То, что зрителей будет такое количество, устроители не ожидали. Как они признались, было приятно видеть разновозрастных участников и болельщиков. Радует, что людям это нравится, и они с удовольствием проводят целый день здесь, как бы участвуя, развлекаясь и наблюдая за этим мероприятием. Соревнования Сибай Триал проходили на месте, где несколько десятилетий назад гоняли по бездорожью любители мотокросса, а потому ветераны этого вида спорта не смогли оставить без внимания такое спортивное событие. Ну, было интересно, конечно, да. Команды приезжали, со многих городов приезжали команды. По Башкирии, с Белорецка приезжали, потом с Оренбурга, да, полно было команд. Да. Интересно было. Красивый технический спорт такой, да, Очень даже хорошо, что вот это вот у нас возобновляется. Это все как бы нам просто, как старым мотогонщикам, обидно, что вот это все у нас пропало. И как бы охота, чтобы все опять по новой возобновилось. Вот. Ну, сегодня зрелищ хватает? Да, очень-очень даже хорошо. Собрались все старые мотогонщики, вот стоят, тут ходят, там, очень много наших сибайских собрались, почти все, которые гоняли раньше. Конечно, трассу не узнать, совсем другая, не то, что раньше было. Проще, хуже, лучше? Не, ну раньше казалось и повыше она, и по это. Горы побольше, сейчас все перекопали, наверное, но раньше мы здесь прыгали, это круто. Для себя, честно говоря, не хватает зрелищ, поэтому не хватает зрелищ. Приехали сюда, кстати, очень здорово, зрелищно, довольно. Классно. Что особенно понравилось? Грязь, машина и два классных мотоциклиста. Эмоции, буквальным образом бушевавшие на поле возле озера Буляк, кураж, адреналин, упорство и желание стать лучшим сплотили абсолютно всех. Мандраж небольшой. Уже заждались, устали ждать. Да, вообще трассу видели, сложная? Трассу видели, сложная, ничего не скажем. Попробуем взять первый раз за своим нахрапом. Один из исторических аппаратов, вышедших в этот день на трассу, стал ГАЗ-69. Несмотря на свой солидный возраст, 50 лет, дистанцию автомобиль прошел без поломок. Умелый экипаж с водителем Рустамом Баскуновым и штурманом Фаязом Хасановым стали одними из претендентов на звание чемпионов. Эмоции зашкаливают, трасса отличная, но в одном месте вообще сложно. Ну, вы рассчитывали пройти своей силой? Рассчитывали, да. Надеялись на колеса, на машину. Но трасса сложная. Но машина не подвела, можно сказать. Можно сказать, своим ходом преодолели все. Было круто, классно. Сколько машине уже лет? Машина 65-го года. Ну, машина переделанная, 69-го. Машина зверь, водитель ас, штурман, молодец. Штурман вообще отличный, вот такой. Ни у кого такого штурмана нет. Эмоции просто зашкаливают. Да. Спасибо. Садитесь с нами, прокатим.
Очень здорово, экстрима, прям адреналин в крови, вообще здорово. Очень понравилось. Интересно. Самый сложный момент вот этот вот. Ну да, конечно. Не смогли пройти вот этот момент, ну так здорово. В принципе, все прошли, у нас, по-моему, одно только было, да, вот это мы не прошли, а так-то все, никаких штрафов, ничего, я думаю, займем первое место. Ощущения? Давай. Ощущение клево, здорово, экстрим полнейший, прям адреналин. Американский город. Вообще. Всем вы посоветовали? Да, это надо интересно. прочувствовать, попробовать. Очень как бы интересно. Вообще замечательно. Одни эмоции, нет слов даже. Круто. Соревновательный эмоциональный день завершился, а значит, настало время подводить итоги. В велотриале третье место занял Никита Кудрян, вторым стал Дим Нургалин, а обладателем кубка Рим Билалов. В категории мотоциклов места распределились между двумя участниками из Баймака. Обладателем кубка стал Андрей Викторов. В джип-триале из категории «Любитель» третье место занял экипаж Наиля Гайнуллина, второе – Айдар Иждавлетов и штурман Алексей, а звание лучших досталось, как их прозвали зрители, экипажу Шуриков – Александру Кудеярову и Александру Аларчикову. В джиппинге категории «Экстрим» третьими стали Рустам Бускунов и Фаяз Хасанов, вторыми братья Артур и Анюр Салимовы, ну а лидерами Сибай-триала стал экипаж Батыра Индавлетова и Максима Низамудинова. Места определены, подарки розданы, эмоции через край. Организаторы пообещали, что соревнования по мото-вело-джип-триалу станут ежегодными, так что приобретайте авто с колесной формулой 4х4 и готовьтесь к следующим стартам будущей осенью, ведь, как оказалось, настоящие мужчины играют не только в хоккей.